Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что вас ждет? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим вашу характеристику. Кто вы, кто пришел на расклад. Умный человек, очень умный. Сейчас вы чему-то обучаетесь. Вот знаете, даже если не специально держите книжку, то все вокруг, что вы видите, это уже для вас идет обучение. Вы стараетесь очень внимательно воспринимать информацию, которая может идти извне, или все, что окружает вас вокруг. Также вы очень сильный человек, сильный партнер. Сюда идет слово партнер, скорее всего, на вас могут даже в партнерстве, в отношениях надеяться на вашу вот эту вот какую-то силу. Или же вы можете кого-то тянуть, продвигать, помогать. Также вы человек, который сам решает какие-то сложные ситуации. Возможно, даже вы мужские энергии. Отрезали от себя кого-то и стали вот этим самым мужчиной. Здесь мужские энергии. Здесь очень много храбрости, смелости. Здесь такое чувство, да, что вы проживали несколько жизней. Что вы, можно так сказать, именно перерождались и перерождались. Знаете, здесь скорее это влияние отношений, где мужчина и женщина. Вот из-за этого идет ваше перерождение. Также могли быть какие-то неприятные ситуации в жизни с родственниками или близкими людьми. Такое чувство, что как будто бы на самом деле здесь пользовались вашей энергией, вашей опекой какой-то, вашим добром, вашей, может быть, даже наивностью детской. Вот думали всегда, что да, вы наивная, вы ничего не понимаете, да, и вот пытались именно как-то этим пользоваться. Здесь вы на сегодняшний день очень уверенная в себе, очень уверенная и недоступная. Здесь больше идет речь о недоверии, о холодности. Да, вы стали холодной, но при том у вас внутри еще сердце есть надежда. Надежда на какие-то отношения. Вы хотите начать эту жизнь по-другому. Уже, возможно, что-то делаете, чтобы поменять все. Не забывайте вы обид, не забывайте вы негативных людей. Вы до сих пор о них помните. Но вы не мстительная, вот что самое интересное. Просто хорошая память. И вы не хотите, чтобы об вас вытирали ноги. Вы больше не дадите этому случиться. На сегодняшний день можете о чем-то сомневаться, переживать. Знаете, тут человек как будто бы что-то старается какую-то ситуацию выровнять в своей жизни. Скорее, это что-то связано с психоэмоциональным состоянием, привести в норму, в порядок. Может быть, даже обращайтесь к специалистам или пользуйтесь какими-то БАДами, добавками, здоровый образ жизни. Также здесь человек может... Знаете, вот сразу скажу, здесь колесо фортуны, все, что вы делаете, что касаемо здоровья, вы делаете все правильно. Вас вот на это, скорее, даже вот как судьба подталкивала, да.
именно все, что вы делаете, вы чувствуете, что ваш организм, ваше тело, ваше внутреннее состояние этого просит. Вот именно этого. Также здесь показывают еще вас очень красивый, да, влиятельный. Вы можете именно тут красивые внешние данные. Вы можете на людей по-разному влиять. Вы можете быть не приманкой, а вот человеком отвлекающим. Вы умеете это. Притом, где вы находитесь, где должны концентрироваться люди, но если вы захотите отвлечь внимание, вы сможете это сделать. Также здесь показывают человека очень яркого. Здесь могут быть люди и такие, которые любят вызывать восторг у окружающих своим внешним видом или вот какими-то деталями, прическа или яркий цвет волос, да, может быть даже человек здесь и эпатажный такой, который внешним видом может вот именно привлекать к себе внимание, показывают вас яркой. И вы еще, да, вот человек, который старается быть везде самой лучшей в семье, в доме, в отношениях там, и так далее. При людях. То есть вы скорее человек, который может относиться к разному, вернее, быть в разном обществе. Его это не пугает. Ни общество простых людей, ни общество людей какого-то высокого статуса. Вы знаете себе прекрасно цену. Вы, знаете, цените это, цените свой труд в себя. Цените то, что вы сделали для себя. Да, здесь человек мог даже стараться над своей внешностью, вкладывать в свою внешность. И вы выглядите вообще со стороны таким человеком, которому постоянно в жизни везет, которому в чем-то подфартило. Возможно, даже вокруг вас могут быть какие-то завистники, да, которые пытаются вас как-то укусить, пытаются вот как-то, может быть, задеть или завидуют вам. Вы человек цели, вы человек, для которого не существует вообще каких-то норм, правил, преград. Вот вам удобно здесь и сейчас поступить так, вы поступите именно так, как подсказывает ваше сердце, интуиция, внутреннее состояние. И тем более, если в этом внутреннем состоянии у вас очень много энергии, да, вы будете действовать напролом просто. Человек, который не любит, когда его перебивают или мешают ему планам. Скорее даже вот не то, что не любит, да, вы скорее не дадите, чтобы мешали сбыться чему-то вашему или по пути к вашей цели, да, вы этих людей вот быстро как-то отметываете в сторону, стараетесь вот доделать до конца, и вам не важен чей-то вот даже совет, вы знаете все прекрасно сама. Очень быстрые вы, за вами даже не поспевают окружающие. Вы можете действовать быстро, но на виду, скорее, вы этого, может, и не покажете. Или в тайне можете совершить какие-то действия. Возможно, те действия, которые вы совершаете к своей цели, вы никому об этом не рассказываете. Здесь могут смотреть те женщины, которые любят быструю езду или управляют каким-то транспортом. Автомобили, мотоциклы, велосипеды. Нравится вам езда. Нравится вам путешествия. Нравится вам... Знаете, вот вы еще такой человек. Есть люди, которые, вот знай, никуда не поедут, а купят себе лучше на эти деньги диван, да, вот не поедут отдыхать, им жалко на это. Лучше не на это, на эти деньги что-то практичное купят в дом, да, то, что долго прослужит, какую-то вещь, но не поедут отдыхать. А вы же человек такой, которому важны эмоциональные вот такие вот удовольствия, да, даже отдых к морю. Но все равно вы умеете, вот знаете, я вам скажу так, балансировать и
Вы сделаете так, чтобы вам и на покушать было, и заплатить за все, и съездить еще отдохнуть, да, и себе чего-то купить. Но вы больше за то, что я лучше получу какие-то эмоциональные радости, нежели вот я вот просижу целое лето дома, например, да. Вот как-то так. Время отдыха. Вы умеете уделять себе время и на отдых. Здесь и работоспособный человек, и в то же время он умеет отдохнуть еще при этом. Или у вас может быть деятельность такая связана, что у вас есть время и на отдохнуть. Вот как-то... Да, недоверчивая очень. Мнительный, в чем-то сомневаетесь. В людях можете сомневаться. Иногда бывает, знаете, вот как-то... Вы, бывает, иногда думаете о людях вот что-то определенно такое, да, что вот приходит, может быть, во снах или вот подсказывает сердце, чувствуете. Здесь интуиция работает. Вы иногда считываете вот полностью человека, даже его не зная. Понимаете, какой это человек. Или стоит ли, например, с ним связываться. В вашей жизни были ситуации, которые четко подсказывали вам. И потом вы видели результат на самом деле, да? Что были правы, были правы. Ну, меня здесь смотрят мои коллеги, может, да, или люди, которые занимаются какими-то практиками. Также вы, скорее, очень часто, возможно, обращаетесь к высшим силам. У кого-то здесь есть вот какие-то амулеты, талисманы, знаки, притягивающие деньги, талисманы, притягивающие деньги, финансы, чувства, любовь. Также вы человек, который на самом деле стремится к цели, используя какие-то методы или практики невидимого характера. Здесь, знаете, я бы еще сказала, вы человек, который для всех является загадкой, и вы можете чувствовать, что вас считают вот какая-то не от мира сего, странная. Или как-то вот смотрят на вас, да, с каким-то удивлением. Так вот. Чувствует у вас что-то такое есть, магическое, прекрасное. Вы своей внешностью вот околдовываете. Здесь внешность такая, знаете, чарует, околдовывает людей, мужчин, женщин, всех детей даже. Вот смотрят на вас, открыв рот. Также при том, да, вы особо не напрягаетесь, чтобы быть такой. Вот как-то так. Бывает, люди из себя что-то строят специально, да, вот доброе или красивое, или умное, или еще чего. Вы вообще как-то не напрягаетесь, не строите из себя кого-то. Вот вы такая, какая вы есть. И все, и точка, да. Хорошо. Любите простоту. Да, не любите чего-то чересчур, как сказать, такого лишнего. Это вот как украшают торты, например, да, чересчур уж завалили всем, что аж торта даже не видно. Вот вы этого не любите. Я даже не знаю, как это будет на русском языке. Но у меня в голове крутится чешское слово. Но, в общем, вы понимаете, о чем я хочу сказать, да, когда чересчур много. Вот есть какая-то вот определенная для вас эстетическая норма, да, вот как будет красивее, лучше это смотреться, меньше лишнего, вот так вот. Хорошо, давайте мы посмотрим, что у вас ждет. Сейчас думайте только о себе, никого не загадывайте. Интересное известие.
Известия могут быть любовного характера или известия, которые, в принципе, будут приятными, порадуют вас. Больше здесь проиграется любовного характера известия или от человека, который может написать по делу, по факту, да, для него это повод как-то сблизиться с вами. Вот так вот. Вот у него есть надежда, что это начало каких-то, вот я что-то должен сделать, это начало каких-то чувств. Первый шаг мой. Но у вас я вижу, что вы закрыты. Да. Он вас видит вот девочкой, девочкой. Почему-то вот такие слова идут, вот она еще девочка. Или вот люблю таких наивненьких, глупеньких. Почему-то здесь такая проекция вас, как такой, которая верит всему у этого мужчины. По крайней мере, здесь внешний вид. Внешний вид всегда обманчив. Да, поэтому здесь мужчина почему-то думает, что вы ему поверите или на что-то пойдете, поведетесь. Но я вижу, вы здесь закрываетесь. Не хотите или, возможно, не ответите данному человеку. Здесь даже, вы знаете, тем самым вы прочертите черту, как с вами можно, как нельзя. Здесь даже может быть к вам такой заход, да, вот с чего-то вас, чему-то вас научить. Или вот с одной стороны приятно, да, что человек отозвался, с другой стороны это вот кажется с чем-то таким, он меня учит еще чему-то. Вот так вот. В разговоре может быть. Да, если это звонок. Здесь вы будете твердо отстаивать свою какую-то точку зрения и не будете подпускать данного человека. Вы не хотите. Этот человек, возможно, принес вам уже в жизни какой-то урон, потерю, да, или, я бы сказала, неприятности. Вы не хотите этого человека подпускать. Вы уже знаете какую-то характеристику о нем. Возможно, у вас были какие-то взаимодействия вместе, где вы в большей степени, так скажу, недовольны его поведением. Вы пойдете дальше. Вы скорее будете, знаете, вот как-то отвлекать себя чем-то. Но вот то, что мужчина вам напишет, позвонит, такое чувство, как будто бы он вам даст волшебный пинок, тем самым вот взаимодействовать или с кем-то другим, или действовать, что-то делать. Да? Посмотреть шире. Помимо него есть остальные, другие. Или да, что-то для вас наиболее весомее. Может быть, даже смотрите, как, да, мужчина или какие-то известия повлияют на ситуацию, связанную с вашим финансовым ростом. Здесь вы почувствуете себя даже, вот, знаете, на пике того, что у вас лучше возможности сейчас, вам что-то предоставляется, у вас получается, или дела идут в гору, появились деньги. Да, вот как-то захочется даже немножко пошиковать. Для себя, любимой. Здесь очень много какой-то деятельности идет, связанная с какой-то помощью кому-то. Вы будете скорее финансово кому-то помогать, или у вас кто-то будет просить. Но вот если будут просить в долг, не стоит финансово этого делать. Вообще вы можете помочь чем угодно, но не деньгами. Хоть у вас там миллионы, хоть у вас там, да, сколько, не стоит ради своего благополучия и спокойствия. Здесь не потому, что не отдадут и так далее, да, это плохая энергия. Вот скажу так, это плохая привычка давать в долг деньги. У вас хоть куры не клюют, но давать нельзя. Это именно со стороны эзотерики. Да, если вот, например, попросили на еду, ну купите вы еды.
и дайте эту еду, но не деньги. Потому что у вас потом все остановится, у вас будет кризис из-за этого, если вы дадите. Здесь вообще может быть и крах. А потом возобновление, но все же с трудом через крах. Кстати, деньги будет просить, скорее всего, мужчина. Еще и мужчина. Мужчина или мечевой, знак воздуха, близнецы, весы, водолей. Но при этом, знаете, ему это нравится. Ему нравится, что вы можете помочь в какой-то ситуации. Почему-то слово «нравится». Вы ему нравитесь. И с другой стороны, да, человек может на вас еще надеяться. Кстати, когда-то вы его выручали из каких-то сложных ситуаций, вытаскивали просто, давали ему какие-то шансы. Но сейчас, возможно, уже плюнули на что-то. Да, возможно, человек даже обратится, если за помощью, то тут стоит отказаться вообще. Вот именно сейчас стоит отказаться и даже от помощи данному человеку, который вам когда-то делал неприятности. Деньги эти лучше придержите у себя. Не старайтесь, не спешите их потратить. Что вас ждет? Вот здесь кто-то как будто бы против вас строил такой хитроумный план, как развести вас на какие-то опять деньги. Вы остаетесь здесь при деньгах, это уже хорошо. А второе, здесь кто-то продумывал, знаете, вот как спросить у вас, как подойти к вам или как обмануть вас, например. Да. Но здесь ровным счетом человек, что планировал, оно обнулится, оно не получится. Но здесь, знаете, человек больше об этом думал, что все получится, и как вас охмурить или вскружить вам голову по поводу каких-то денег. Обман здесь. Но здесь, вот знаете, вы раз так, у меня нету. И все, и разговор закрыт, поставлена точка. А человек как будто бы тренировался перед зеркалом и вот так спросить, и сяк. Здесь вы сразу же закроете, закрытая книга. Что вас ждет? Вас ждет прозрение, интуиция, работа с интуицией. Скорее даже, я бы сказала, не работа, а подсказки какие-то, которые интуитивно будут вам подсказывать, что вам делать, куда двигаться. Знаете, через интуицию очень много для себя можно чего найти. Вот вы найдете для себя определенно какой-то путь, дорогу. И это будет опять-таки мудрое решение послушать интуицию свою. Куда вам идти, куда двигаться, направляться. Также, может быть, это и решение каких-то дел, а у вас вот, знаете, вы не знаете, как это решить. Но здесь будет точно подсказка через интуицию. Опять мудрое решение. Что вас ждет? Состояние такое, хочется отдохнуть от этого мира. Хочется здесь побыть наедине с собой, со своими мыслями. Возможно, чего-то там придумать или подумать о чем-то. Знаете, как-то поразмышлять. Да, вас уже все так достали. Здесь достало какое-то общество. Может быть, вы работаете там, где очень много людей, совокупность людей, да, вот где люди, может, даже спорят, отстаивают что-то или ругаются, может быть, в принципе, да, какой-то нервозный, так скажем, коллектив какой-то. Вам хочется от этого всего отдохнуть. Также это может быть даже, вы знаете, как в школу приходишь, а там вот этот гул начинается, и вам от этого гула уже неприятно. Может быть, это рабочие процессы, да, или какие-то
сообщества, где вот этот вот гул раздается или все шумят. Вам хочется вот просто какого-то уединения, спокойствия, чтобы вас никто не трогал, чтобы побыть в состоянии именно такого тишины. Наращивать силы будете, заработки здесь идут. Здесь идут, кстати, приятные новости, опять-таки связанные с деньгами, с вашим ростом. Но здесь есть что-то такое недооцененное, которое вот где-то у вас, можно так сказать, в полочке валяется. Но это не прям в прямом смысле в полочке, да, что-то есть такое недооцененное, что вы можете использовать в действии ради получения каких-то еще больших финансовых благ. Я думаю, здесь многие понимают, о чем идет речь. Даже если это какой-то проект, о котором вы думали, сделать его или нет, да ладно, пусть поваляется. Нет, возьмите и сделайте. Но опять-таки это на вас, да, хотите больше получить чего-то, да, сделайте. Тем более это вас отвлечет от каких-то, я говорю, нервных людей или людей с какими-то психическими расстройствами. Ну так. Может быть, кто здесь в психдоме, конечно, работает, но здесь показывают именно около вас есть люди, вот почти все, так скажем, да, с какими-то психическими расстройствами. Злые, агрессивные могут быть или неустойчивая психика. Вот так вот. Что вас ждет? Покупки для себя любимой. Притом здесь можете аккуратнее будьте с тратами, можете так потратиться, что не останется на что-то важное. Тут лучше, знаете, я бы так сказала, покупки эти придержать, отложить на потом. Здесь вот частично, да, вот частично что-то. Не хватит. Здесь лучше попридержаться от каких-то «хочу». Пока что. Потому что нужно будет за что-то заплатить. Может быть, вы забыли заплатить за телефон, да, или за квартиру, или еще чего-то там. Ну, например, я говорю то, что здесь именно показывают вот какие-то такие траты могут быть. Вау, хочу это платье, а куплю его себе, а потом раз, и не хватает, чтобы заплатить за что-то. У вас еще будет шанс купить что-то, но притом лучшее. Не ломайте голову. Здесь показывают таких людей, которые очень много могут переживать о каких-то покупках или каких-то вот вещах. Ночь не спать. Ой, вчера видела такую сумочку. И вот голову ломать целую ночь из-за какой-то сумочки. Также из-за этой вещи. Вы не бойтесь, вы эту вещь получите, но в лучшем варианте получите эту вещь. Поэтому лучше деньги сохраните, они вам пригодятся. Знаете, еще тут самое интересное. Случится какой-то такой момент, когда вы будете говорить, что вы как в воду глядели. Что-то вот увидите такое, что я вот как в воду глядела. Внутри интуиция, опять-таки, что-то подсказывала. Как в воду глядели. И старайтесь ночью спать, не думайте ни о каких вещах. Не залазить в какие-то онлайн-магазины. Вот просто старайтесь сейчас направить свою энергию на спокойствие и отдых. Вам это необходимо. Важно это для вас. Что вас ждет? Что еще идет? Что вас ждет? Ну что сказать опять? Опять бывший? Опять 25? Давай примиримся, давай поговорим, давай расставим все точки над «и», давай сходим к психологу, давай проясним ситуацию вот как-то мирно за столом. Вот так вот. Знаете, я вам так скажу, у этого человека постоянно вот как волнами повторяются какие-то, извиняюсь, заскоки. Да, вот у человека взбрендит что-то, отмыться не может, потом все виноватые вокруг. И вот тут то же самое. И вот здесь опять, вы знаете, такое вроде замолил все, и опять по новому кругу.
Здесь стоит вообще или заканчивать уже вот этот театр, вот этот вот спектакль, потому что это снова и снова повторяется, и снова повторится. Уже достал, вот реально уже достал. Здесь что-то может быть связанное с финансами. И если вы когда-то давали этому человеку деньги в руки или где-то скидывались вместе пополам, то знаете, да, у человека нету ни стыда, ни совести. И человек готов использовать даже женские ресурсы в своих целях, в своих благах, в своем вот этом «хочу». Поэтому, знаете, я вам так скажу, просто забейте на данного человека. Все, что вы делаете, делайте только для себя. Даже помыть посуду. Только для себя. Когда нужно это вам. Я вижу, вы сама здесь, без меня даже, да, без расклада, поставите точку. Скажете нет, хватит. Меч — это уже, когда уже реально вот ситуация назрела, и тут приходит отсечение. Уже все выкипело, достало уже. Человек ставит точку. В какой-то степени я бы сказала по тузу мечей, что это точка. Так больше уже не будет. А возможно и по-другому тоже. Вот как-то можете и вообще не дать шанс. Да, здесь показывают, что вы помогали, вкладывались. Возможно, даже делили жилье 50 на 50. Человек пользовался, опять-таки, да, у вас есть обида, у вас много чего есть сказать о данном человеке. Но вы не хотите вообще о нем вспоминать, да. Ни в какую. Вам уже это все надоело, для вас это уже что-то такое пережитое, обманы какие-то со стороны данного человека, интрижки, может быть, человек где-то там на стороне еще шлялся, гулял, да. Вас это уже все, вот знаете, как вам уже не интересен этот человек. Вы не воспринимаете данного человека всерьез. Да и что дальше рассматривать его? Вот только, знаете, время терять свое. Вот, и все. То есть вас уже не интересует. Но здесь идет такое, знаете, давай примиримся, давай все снова, давай вот опять 25, и это уже, не знаю, дубль 100, наверное, где вы реально прощали. У вас, видимо, терпение такое стальное уже, что вы столько много прощали данному человеку. Здесь не выдержит, что-то уже у вас. Хватит. Или пошлете куда, заблокируйте, поставив точку. Смотрим дальше. Что вас ждет? Оскорбление. Здесь кто-то, кстати, попытается вас оскорблять. Вообще, давайте дальше дотянем, посмотрим. Данная карта означает часто, да, вот какие-то измены, третьи лица или же, да, через кого-то боль. Знаете, будет, если и будет оскорбление, здесь человек скорее такой, который любит использовать какие-то, сам того не понимая, да, вот так он научен, вот так он привык, привычки такие, вот так обращаться с людьми. Это все манипуляции. Он нигде их по книжкам не учил, вот он так поступает. Так ему удобнее в силу своих выгод. Человек так поступает в силу своих выгод, манипулируя. Я вижу даже, знаете, вот как-то вам будет то состояние не по себе. Не по себе. Уходите оттуда, где вам не по себе. Вы тоже умеете, вы чувствуете, вы понимаете, вы все это осознаете, но почему-то там, да, с этим человеком или в общении, или
Здесь могут быть обстоятельства, которые связывают, но здесь больше такое, знаете, вы человек еще такой, любите проверять людей, насколько хватит наглости у них вот, да, делать больно и больно и больно. Насколько человек это такое вот животное. Или вот проверять его вот на вот эти вот животные инстинкты, насколько их много у него. Вот как-то так, давая даже проехаться по себе или смотря со стороны, наблюдая за такими людьми. Вы смотрите, насколько люди бывают подлые. Даже вот я говорю, вы на себе, на своей коже это проверяете. Когда кто-то вот реально по вам проходится. А потом, знаете, вы такая встаете и ставите точку. Разворачиваетесь и уходите. Или встаете и шандары таких дадите, что мало не покажется. За все вот то, насколько, да, вот человек обнаглел. Здесь вот реально у вас... Это может быть, да, любовные отношения, но могут быть и люди, в принципе, да, которые вот имеют какую-то наглость. Здесь могли на вас даже пытаться вот как-то еще и воздействовать через каких-то мастеров, через какие-то ритуалы. Вы, кстати, сами даете тоже, умеете дать отпор, притом невидимо. Поставить на себя защиту, очиститься. Вот, кстати, очистка вам на пользу. Когда вы чиститесь, сразу же вот это как, да, 3 зайца одним выстрелом. Вы сразу по всем фронтам бьете туда, откуда оно пришло. Вот реально так. Возвращаете обратно. Не переваривайте вы фальшь какую-то, вот лесть в свой адрес, знаете, что вас ждет здесь то чувство, когда вы дадите кому-то понять, что, да, что ты фальшивишь. Именно дадите понять, может быть, не заявите так и напрямую, но дадите понять кому-то, что он фальшивый какой-то, что он лживый, да, скользкий какой-то, мерзкий. И человек это поймет, да, что он неприятен. И знаете, я бы так сказала, вы еще тот человек, который, в принципе, вовремя умеет поставить на место. И вот то вовремя, оно как интуитивно подсказывает, да, когда человек на самом деле уже обнаглел. И вот этот вот час пик, когда вы именно даете человеку это понять, и человек реально спускается с небес на землю. Начинает чего-то додумывать и осознавать. Хотя не может. Эгоисты, нарциссы, они не могут воспринимать, что они виноваты в чем-то. Но вот здесь именно вы поэтому даете до последнего или до определенного пика, да, повытирать об себя ноги, а потом даете жару. Даете жару, так что мало не покажется. Вот так. Пользуются вашей добротой. Я еще раз повторяю, да, здесь видят вашу вот эту вот доброту, что можно. Что вас ждет? Приятные покупки в дом для быта. Что такое бытовое? Перемены у вас из-за этого идут, из-за этой покупки. Маленькая вещь, да даже просто поварёшка, да, и меняет жизнь, или происходят какие-то перемены. Также здесь, может быть, купила поварёшку, да, а потом вот что-то придумала еще сделать. А не поменять ли мне кастрюльки, а не сменить ли мне занавески, скатерти и так далее. Или не сделать ли мне перестановку. Это все вообще то, что связано с жильем. Это тоже магия, особенно вот кухня, да, это вообще место могинь,
так скажем, место могинь, магии, потому что там все специи. И когда мы что-то начинаем в доме делать, особенно перестановки, это первые звоночки перемен. Да, это ритуал такой, это практика такая. Вот когда мы начинаем переставлять вещи, мебель местами, не всю, даже достаточно чего-то одного, то у нас начинают происходить реально в жизни перемены. Вот здесь то же самое. Вас какая-то покупка бытовая подтолкнет на действие, да, что-то поменять. Вот даже если бы вы сейчас не смотрели расклад, скорее, я думаю, да, вы бы сами так действовали, что вы будете что-то менять. Не ради перемен вы это будете делать. Да, вам не нравится уже, что диван стоит вот так. Вам хочется его вот так вот поставить, иначе. И после этого происходят перемены. Вы будете, может, думать о том, что это так, как данность. На самом деле вы передвинули диван всего-то и навсего, да? Вот так вот. Оказалось все проще. Что ждет вас? Но вот здесь, я говорю, не просто будет сдвинут диван. Это так, я образно говорю, может быть, что-то другое, конечно, поменяйте люстру, там, да, шторы обновите. Или постирайте все шторы в доме. Императрица и деятельность, связанная с деньгами, работа, проекты. Знаете, я бы еще так сказала, что этот проект, который вы ведете, несет в себе какие-то денежные перспективы для вас. Это может быть даже новое начало чего-то нового. Может быть, магазин онлайн или блогерство. Да, здесь может быть даже вот вы что-то изготавливаете, и вы это проецируете. Вот я шью сумки, делаю что-то где-то, может быть, в интернете. Или на ярмарке, или вы ездите, может быть, на ярмарке куда-то, начнете что-то проецировать. Здесь показывают, что, в принципе, это помаленьку, но несет в себе рост и увеличение. Увеличение ваших доходов, ваших возможностей. У вас, кстати, есть вот такая внутренняя чуйка, что вот это мне принесет что-то, пользу, деньги, там, заработки и так далее. И на самом деле оно так и есть. И не зря вы это чувствуете. Скорее всего, в этом есть смысл даже развиваться, расширяться в этом. И не бойтесь. И не бойтесь. Да, даже вот знаете как, первая продажа наступит быстро. Или первая покупка, продажа, там что-то, сигнал какой-то о том, что да, это будет перспективы, будет рост, или это получится, будет быстро. Первый результат какой-то уже. Но здесь больше идет речь о том, что вы что-то создаете, например, и у вас что-то купили. Да, долго это не задерживалось. Понравилось кому-то что-то. А кто знает, а может быть, короны будете, да, делать какие-то. Или что-то с внешностью. Здесь, кстати, я вам так скажу, что-то, что может на самом деле украшать интерьер или человека. Это может быть шитье одежды, да, каких-то вот определенных нарядов, эксклюзивных нарядов или аксессуаров. Ой, здесь даже, знаете, я бы сказала так, вы будете в определенных кругах популярны, вас будут ждать. Вот поджидают новинку от вас. Или ждут, когда вы что-то еще создадите. Здесь даже вас начнут хвалить. Это могут быть, знаете, вот даже отзывы, комментарии, там что-то в таком духе, да, когда вас хвалят. Вы, кстати, можете и выделяться среди своих конкурентов.
Здесь человек, который одержал победу даже в конкуренции. Он не гнался, он просто делал. Вот так я бы сказала. Вы не гнались, вы просто старались. Вы просто делали, вкладывали душу, вкладывали труд. И у вас это получилось. Да, кто-то гонится, а вы нет, вы спокойно. Может быть, даже под воздействием каких-то интернет-идей. Мне сразу сюда в голову пришло Pinterest. Может, да, в Пинтересте чего там найдете такое. Хорошо, что еще? Вы почувствуете свою независимость и силу внутреннюю. Да, вы ни от кого независимы. Здесь человек, который сам стоит у рычага правления, у власти. Здесь скорее даже будут такие заработки, что вам не захочется вступать, может быть, в сотрудничество с кем-то, да, вот как-то вы понимаете почему-то здесь, что вот вы сама все вывезете, да, здесь есть вот какая-то гарантия этого. Притом здесь может быть даже вот какое-то партнерство, да, но вы не захотите. Вы чувствуете, что вы сама это вывезете, или не так-то вам это и сложно. Да, здесь лучше действовать в одиночку, показывают. Это блогер скорее, у меня такое чувство идет. Блогерство, деятельность какая-то, любимое дело. Для вас это новинка, что-то новое. Притом, знаете, это какой-то такой процесс, в котором вы будете применять какие-то новинки. Новаторство такое. Новые идеи. Показано, что вы на самом деле находитесь или в кабинете каком-то, в своем закрытом пространстве, куда никого не подпускаете. Или ваша деятельность, где вы работаете в одиночку, никого туда не подпускаете. Притом здесь может идти речь о взаимодействии через интернет с какими-то людьми. Клиенты могут быть, да, база клиентов. Что еще здесь вас ждет? Что вас ждет? Все, да, здесь переход конкретный уже на новый уровень. Здесь уже старое вас не колышет, вас не волнует, вам не интересно. Здесь даже, вот знаете, человек подумывает на какие-то новые свершения и еще большего характера. И вот у вас здесь на то есть подсказки, ключики. Также здесь говорят о том, что люди, вхожие в ваше пространство, они же будут и проводники, они же будут подсказчики. У вас есть, кстати, возможность вот через потерю, не потерю, а есть такое, ломаются старые стереотипы, то есть разрушается все, что вы хотели разрушить, да, здесь уход от прошлого, здесь начало нового чего-то, новый виток событий, но это вот и связано с переменами. И также здесь стоит задумываться о том, как, например, все сделать так, чтобы вы на самом деле ни от кого не зависели, потому что здесь может даже идти речь о том, что пока, да, в какой-то степени частично вы от кого-то зависите. Вот сделать все так. Но даже не старайтесь делать здесь, вот смотрите, здесь больше так скажу. Ответы придут, как это сделать, да, или это все будет делаться машинально, вот как будто бы вашими руками кто-то руководит, да, как добиться этого. Бывает такое чувство, думаешь, почему я сюда пришла, или зачем я это купила. Как будто бы я ослеплена была, как будто я не видела чего-то, не слышала. На самом деле вы действовали именно положившись на свою интуицию. И сами того не понимаете на самом деле, зачем вы что-то купили или сделали. Как будто бы на этот момент управлял вами кто-то. Причем вокруг никого не было. Да, пришли вы, сделали вы и так далее.
Здесь, знаете, вот постепенно вы будете отрываться от чего-то, от чего были зависимы. Но это все равно быстро. Оно постепенно, но быстро. Здесь высшие силы. Здесь в помощь идут высшие силы. Управление вашим сознанием, вашими действиями будет под руководством высших сил. Вы скорее даже сами начнете замечать, что это знаете как, иду туда, не знаю куда, зачем, чего. Вот вы будете, может, как вам кажется, идти вслепую, но вы не будете идти вслепую. Вы под покровительством высших сил. Вас высшие силы будут вести. Все, что будет происходить вокруг, это будет благодаря им. Потому что здесь может быть так, что вы внутренне, да, ослабли. И здесь на помощь, вот как подушка безопасности, прилетают, вот так это назовем, да, высшие силы, и начинают брать автопилот. Да, управление автопилот. То есть вы не можете уже вести этот самолет, у вас нет сил, закрываются глаза, и тут включается автопилот. Вот так вот именно к вам идут высшие силы. Вас будут вести. Здесь не стоит бояться. Здесь могут быть даже, знаете, против вас какие-то... Здесь мужчины, я думала, женщины. Здесь против вас могут вестись какие-то интриги со стороны мужчины. Здесь, кстати, вас будут склонять к каким-то отношениям, причем с помощью опять манипуляций. Вам тоже не стоит на это вестись. И здесь даже, я бы сказала, вы будете действовать с точки зрения, что касается отношений, вы будете действовать именно под защитой высших сил. И все, что будет происходить, будь это развод, будь это оставила отношения, ушла, закрыла дверь, сказала так, это все будет не от вас идти, а то, что для вас во благо, что для вас будет лучше под покровительством высших сил. Если высшие силы, что-то я заговариваюсь, если высшие силы считают, что вам не стоит быть с данным человеком, и стоит вот кому-то поругаться, да, а кому-то, может быть, просто молча уйти, собрать чемоданчик и уйти, а кому-то вот что-то сказать или оставить записку. Это все будет не от вас идти. За вас это вот так, скажем, сделают, да, наилучшим для вас образом. И поймите, все, что в жизни не происходит, все делается к лучшему, в ваше же благо. Даже не нужно взвешивать, да, вы можете, конечно, проанализировать, потом посмотреть, но в итоге вы понимаете, что все, что не делается, все делается к лучшему. Да, не зря я отпустила кого-то, не зря я спешила куда-то, не зря я купила что-то, не зря я вложилась куда-то. Все, что не делается, все для чего-то дано. Здесь наступает какая-то справедливость над каким-то человеком. Человек, возможно, который, да, именно шел под дьяволом или был в каких-то зависимостях. Также здесь, может быть, человек увлекается чем-то, да, там игры, даже игромания, тоже зависимость. Вот есть такое, да, или какие-то, может быть, препараты и так далее. Что вас ждет? Ну, вот тут сразу осуждение вас за то, что вы себе что-то купили. Кто-то начнет осуждать. Тот, кто не может себе этого позволить. Опа. Зависть. Это зависть. Это зависть. Здесь люди не хотят, чтобы вы добивались каких-то успехов. Чего там? Здесь, знаете, даже не хотят с вами общаться из-за этого. Когда вы что-то получаете, вот сразу такая пауза наступает. Сразу, фу, она плохая. Неплохая, фу, не хочу к ней подходить. Вот когда вы себе что-то покупаете, приобретаете, что-то у вас получается, да, вот кому-то вы мозолите глаза своим успехом, своими достижениями. Кто-то из-за этого не хочет даже с вами вообще говорить, прекращает разговор. Когда у вас что-то происходит в жизни положительное. Будь это даже какие-то отношения. Да, ну вы же звезда. Ну как же, да? Вы же звезда, вы же яркая.
светите, закрываете кого-то, затмеваете. А ему это не нравится. Человек карабкается, как на стены. Хорошо, давайте еще посмотрим, что вас ждет. Вот знай просто, что высшие силы с тобою. Здесь, знаете, вот трубят тебе уже сейчас о чем-то. Здесь может быть даже так, что вы можете получать какие-то подсказки извне уже сейчас, да, вы можете даже слышать, замечать, видеть какие-то на самом деле сны, через людей, через какие-то знаки. Мы тебе уже сейчас трубим, говорим, ты должна это чувствовать, что в твоей жизни будет что-то лучшее. Здесь вот то, что ты хотела, ты это получишь. Наблюдай за знаками, да, знаки могут на самом деле приходить вот в виде людей, в виде каких-то цифр, в виде снов, в виде даже животных, там, где их нет, да, или не должно быть. Вот какие-то именно будут ситуации в вашей жизни, где чего-то не должно быть, но будет там. Особенно, да, это может и животных быть. Так вот. Что вас ждет? Не стоит обижаться на кого-то, да, держать это в уме, на кого вы обижены. Да, вот посмотрите, у вас есть... Вы мудрая женщина, это точно. Да, и не думайте, что кто-то освободит вас от чего-то, там, от ваших проблем, или, да, кто вам подарит какую-то любовь. Об этом вообще не думайте. Научитесь первоначально любить себя. Вот это самое важное. От этого все зависит, от этого все идет. Полюбив себя, у вас в жизни на самом деле вокруг вас все будут любить, понимаете? И вам здесь нужно именно смотреть, вот знаете, как-то больше вглубь скорее себя. Вы иногда, бывает, себя не слышите, а потом обижаетесь. Я же себе говорила, я же так думала, но почему я так не сделала? Потому что вы смотрели на кого-то, или ваша энергия была кому-то, вот так давайте скажем, подарена. Да? Подарила Васе, подарила Пете, а вот себе ничего. И вот сижу и обижаюсь, почему в жизни чего-то не получилось. А потому что вся энергия на них ушла. Это даже энергия может уходить через мысли. Вы о них думаете постоянно, о себе думаете. Вот просто станьте эгоистом. Здоровым эгоистом, да, который вот думает о себе, о своих планах, что мне надо завтра сделать, в какой цвет покрасить ноготочки там, и так далее. Да, вот как-то так. И когда вы научитесь себя любить, вас будут любить. Вытаскиваете себя из состояния подвешенного. Вас вытащат высшие силы, но на Бога надейся, но сам не плашай. Да, помогайте тоже. Вот чувство любви. То чувство любви, заслуженное чувство любви, хочется сказать, к себе. Любите себя, и любят все вас. Что еще здесь? Удача. Тем самым вам сулит большая, крупная удача, колесо фортуны. Знаете, здесь колесо фортуны так изображено, когда, да, на ней запутана нить, но чаще вообще в других колодах, да, это вот просто открытое такое колесо позитивного характера, но оно не всегда означает позитивное что-то, да, смотря что лежит около и рядом. Но здесь выходит туз кубков. И вот показывает ту ситуацию проблемную именно психологического характера, внутреннего характера, проработка себя и так далее. Когда вы это развяжете, вы найдете путь, у вас получится. И опять-таки плюс, да, высшие силы. Высшие силы вам помогут выпутаться из чего-то. Если вы, вот как ежик в тумане, выпутаться, выйти и прийти к счастью. Потому что здесь туз кубков. Здесь в любом случае вы будете счастливы. Здесь есть гарантия на это.
солнце. Да, это солнце, это, кстати, я бы еще сказала, это может быть зарождение каких-то новых ваших фантазий, идей, притворение их в жизнь, исполнение желаний, состояние чувства, радости. Здесь, кстати, проявление может быть каких-то детских качеств. У кого-то здесь может быть желание, связанное с ребенком. Да, хочу родить. Здесь может быть рождение ребенка, рождение вообще новых проектов, дел каких-то. Я бы еще сказала по Солнцу то, когда вы вот как хотели, так оно и будет. Вот хотели вы, чтобы был дом, да, или там квартира и дача, вот будет именно так. Здесь в позитивном ключе, да, человек счастлив. Человек воспринимает это не как данность, да, а вот как дар от высших сил. Он благодарен. Здесь, кстати, вы все равно такая, что никому вы не верите вокруг. Здесь показывают и правильно делаете, потому что тот человек, кого вы отсечете из жизни или перестанете с ним взаимодействовать, уже имел какие-то планы манипулировать. Вы вовремя остановите данного человека. Это может быть женщина, это может быть мужчина, да, кто угодно. Вот человек-манипулятор. Вы вовремя остановите его или отсечете. Здесь больше отсечете, перестанете взаимодействовать. Да, будет говорить, что вы Мегера. Ну а что вам с того? Как с гуся вода. Мегера и Мегера. Да, вот не хочу я просто подпускать к себе людей, которые отравляют мою жизнь. Я подпускаю людей, которых я люблю, в которых я уверена. Вот так. Здесь даже, кстати, найдется, вот смотрите, кого-то отпустили, вычеркнули, и кто-то взаимозаменяемый. Не взаимо, а вот заменяемый появился, да, но другой человек. Именно здесь положительная характеристика. Это вот в жизни оно, в принципе, так и работает, да, что-то мы теряем, но что-то мы находим. И не зря мы это теряли ради того, чтобы что-то найти. Ценнее, лучше. Такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.